Добрый вечер. В эфире новости на телеканале «Осетия Рыштон». В студии Валерия Козаева. Расскажем о главных новостях к этому часу. Вывели людей на работы, усилились бригады, и работы стали идти быстрее намного. На проспекте Коста завершаются ремонтные работы. Сейчас укладывают асфальт и прокатывают трамвайные пути. Сдать объект планируют 15 декабря. Здесь будет интересно заниматься и нашим школьникам, и нашим студентам, и жителям села, и среднего, и старшего поколения. Безопасные дорожки с травмобезопасным покрытием, уличные тренажеры, зоны для занятия баскетболом и волейболом. Умная спортплощадка открылась в Сунже в рамках федерального проекта. Хорошая поэзия, она удовольствие, которое я получаю, ни с чем не сравнимо. Рассказы, стихотворения, песни. Аркадий Зулуев больше 20 лет переводит зарубежную литературу на русский и осетинский язык. Его работы публикуют в журналах и газетах. На этой неделе выросло количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По республике эпидемический порог превышен почти на 27%, а во Владикавказе более чем на 31%. В особенности это касается детей от 3 до 6 и от 7 до 14 лет. А на прошлой неделе впервые в этом сезоне выявили свиной грипп. А H1N1 штамм 2009 года. Сейчас занятия приостановили в 9 школах, 129 классах, 35 детских садах и 37 группах. Мы хотели бы еще раз напомнить нашим гражданам, жителям нашей республики, соблюдать меры профилактики, о которых мы уже говорим не первый год. Это при посещении общественных мест использовать медицинскую маску, использовать дезинфицирующие средства для рук и чаще мыть руки, побольше бывать на свежем воздухе. Глава Сергей Миняйло наградил медалью во славу Осетии полковника медицинской службы, начальника первого военного госпиталя войск Национальной гвардии Российской Федерации Олега Багаева. Военнослужащего удостоили высокой республиканской награды за исполнение профессионального долга в период проведения спецоперации на Украине. Боевой путь Олега Багаева начался в Саратове почти 20 лет назад. После службы в Санкт-Петербурге, Чеченской Республике и Ставропольском крае, а сейчас в Новочеркасске. Она значима для меня, как для военнослужащего, как для осетина, потому что медаль во славу Осетии, это в первую очередь от народа идет. Поэтому хочу выразить свою признательность главе республики. Хорошая новость для медработников. С 1 января им положена специальная ежемесячная надбавка. В новом году на эти цели предусмотрено больше 152 миллиардов рублей. Врачи центральных районных и районных больниц будут получать надбавку 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена 14,5 тысяч, врачи скорой медицинской помощи 11,5 тысяч рублей. Для среднего медперсонала центральных районных и районных больниц она составит 8 тысяч. Для среднего медперсонала поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий 6,5 тысяч рублей. Для фельдшеров и медсестер скорой медпомощи 7 тысяч рублей. И младшего медперсонала центральных районных больниц первичного звена 4 тысячи рублей. Фельдшеры скорой, принимающие вызовы, будут получать доплату 4,5 тысячи рублей. Продлили программу поддержки авиаперевозчиков. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Работа ведется по поручению Владимира Путина. Речь идет о субсидиях, которые авиакомпании получают в зависимости от пассажирооборота. В федеральном бюджете на эту меру поддержки предусмотрено больше 25 миллиардов рублей. Программу компенсации расходов перевозчиков запустили в этом году. В условиях ограничений со стороны недружественных стран она позволила сохранить пассажирские перевозки на внутренних маршрутах.
Вице-премьер Ирбек Тамаев на совещании с ответственными ведомствами обсудил безопасность на дорогах. За 11 месяцев произошло 671 ДТП. Это на 3,2% меньше, чем за тот же период в прошлом году. 69 человек погибли, 947 получили травмы. На 4,2% уменьшилось количество происшествий наездами на пешеходов. Особое внимание вице-премьер поручил уделять детям. С ними нужно работать активнее, объяснять правила поведения на улицах. Также на совещании обсудили готовность дорожных и коммунальных служб в зимний период. По словам специалистов, для расчистки снега и льда у подрядных организаций в наличии техника и материалы. Отдельная тема – бесперебойная работа Верхнего Ларса и Нижнего Зарамага при пиковых пропускных нагрузках. Важно обеспечить безопасность водителей и пассажиров, создать санитарные условия, подвоз продуктов и воды, оказание при необходимости экстренной помощи. Переходить проезжую часть в положенном месте, пропускать на зебрах и снизить количество ДТП. В республике проводят профилактическое мероприятие «Пешеход». Сотрудники ГИБДД несут службу на наиболее оживленных перекрестках. Особое внимание уделяют тем, кто неправильно переходит дорогу. За нарушение правил дорожного движения пешеходам грозит штраф 500 рублей. Водителям от 1500 до 2500 рублей. Акция продлится до 9 декабря. Чтобы все пешеходы приходили, особенно в оживленных местах, на перекрестках, как в центре города, так и в других перекрестках, в положенном месте. Пешеходам мы раздаем светоотражающие элементы, для того, чтобы, например, когда темное время суток или сумерки, их было видно, что они переходят дорогу. А водителям, которым мы останавливаем, мы раздаем буклеты и предупреждаем их, что лучше остановиться перед пешеходным переходом и пропустить пешехода. В районе турбазы продолжают укладывать асфальт. Одновременно прокатывают и трамвайные пути. К работам приступили 2 дня назад. Планируют завершить 15 декабря. А уже 16-го там снова начнут курсировать трамваи. Напомним, ранее администрация Владикавказа оштрафовала подрядчика за срыв сроков. Тогда, по его словам, сложность была в производственных и технических моментах. Дорожники добавили, сейчас никаких проблем нет. После того, как здесь провели экстренное совещание с главой города, вывели людей на работы, усилились бригады, и работы стали идти быстрее намного. Планируем закончить полностью работы по укладке асфальта, по прокатке трамвайных путей, как было сказано ранее главе города, 15 числу, 15 декабря. Рейды по пресечению незаконного предпринимательства в сфере легкового такси провели во Владикавказе. Сотрудники ГИБДД и Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре проверяли документы частных извозчиков во всех районах города. При нарушениях на месте выписывали штраф. В этом году специалисты зафиксировали около 80 фактов незаконного предпринимательства в сфере такси. Нарушителей привлекли к ответственности. Проверяем наличие разрешения на осуществление деятельности. Если таковое имеется, соответственно, проверяем путевой лист. Каждая машина перед выездом должна пройти механика, а водитель врача. Мероприятия проводятся на постоянной основе, согласно ранее утвержденному графику. Также они проводятся на территории республики, не только в городе. В диспетчерскую нашу мы должны завести документы, серию прав и так далее, и в том числе и номер лицензии. Если у человека нет лицензии, то сам Яндекс к работе не допускает водителя. Вот. Это у нас стало сравнительно недавно. Мы идем медленно, но очень много водителей уже заблокированы. Мы получили лицензии в Министерстве транспорта. Мы их брендируем и контролируем уже, как они работают. Вчера в нескольких десятках километров от Махачкалы произошло землетрясение. Магнитуда составила больше 5 баллов. Очаг находился на 40 километров под землей. Подземные толчки также ощутили жители Грозного и Владикавказа. В школах Дагестана приостановили занятия. Это природное явление на Кавказе естественно из-за обилия горных хребтов, отметил научный руководитель Геофизического института Владикавказского научного центра Российской академии наук Владислав Залишвили. В самом городе Махачкале вот на высотных зданиях ощущали около 5-6 баллов. Но это высотные здания. На низких этажах это порядка 3-4 балла. Вот так было в Махачкале. Потому что это 100 километров. Что касается города Владикавказа, это у нас мы находимся на расстоянии
около 239 километров, по прямой около 240 километров. И на этом пути, естественно, сейсмические волны теряют энергию. Как создавать качественный и интересный материал, продвигать проекты в информационном пространстве и еще ряд актуальных вопросов. Во Владикавказе провели круглый стол на тему НКО и СМИ, сотрудничества. Это одна из приоритетных задач Комитета по делам печати и массовых коммуникаций. В ее рамках также реализует проект «Добрые люди». Главная цель – освещать социально значимую деятельность некоммерческих организаций. Программу поддержки на 2022-2024 годы в республике разработали по поручению президента. Круглый стол организовал Комитет по делам печати и массовых коммуникаций совместно с Минэконом и ресурсным центром. Определенный сегмент услуг государство планомерно передает и некоммерческим организациям, которые работают и в области образования, и в области патронажа, и в области благотворительности. Мы должны привлекать этих подвижников, я их так назову, для того, чтобы тот сегмент услуг, который они могут делать качественно, передавать им от деятельности государственных органов. Структурная программа состоит из 3 подпрограмм, но хочется остановиться на той подпрограмме, которая содержит в себе информационную поддержку некоммерческих организаций. Предусмотрена такая фотовыставка, как «Город добрых людей». Планируется проведение конкурса «Пишем про НКО». Это конкурс журналистских работ. Жители Северной Осетии продолжают заключать социальные контракты. Самозанятые, индивидуальные предприниматели и граждане, которые оказались в кризисной ситуации, могут получить помощь от государства. Например, как Роберт Бероев. Он всегда хотел начать собственное дело, а именно мясную лавку. Но средств не хватало. Как только узнал о социальном контракте, собрал все необходимые документы. И уже через месяц ему предоставили нужную сумму. Мера поддержки действительно работает. Это говорят и специалисты, и участники. Только за 2 года в республике заключили уже 3000 таких контрактов, а сама программа продлится до 2025 года. Была комиссия, была местная комиссия, была городская комиссия. Конечно, я рассказал о своем проекте, рассказал, что я хочу на будущее делать, и вроде бы людям понравилось. Я считаю, что господдержка помогает людям. Я на своем опыте это проверил. И я считаю, что стоит людям обращаться в господдержку. Если, конечно же, задастся целью, господдержка поможет. Всероссийский инклюзивный молодежный образовательный форум «Без границ» благотворительного фонда «Быть добру» занял 1-е место в треке НКО. Награду на сцене манежа в Москве получил руководитель Амурхан Кусов. В номинации «Страна возможностей» участвовали проекты, направленные на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранения исторической памяти. Участники форума – юноши и девушки со всей России, в том числе с ОВЗ, которые на базе реабилитационного центра проходят образовательные тренинги, встречи с известными деятелями культуры, общественниками, спортсменами. Уже не 1-й год форум проводится на базе Республиканского детского реабилитационного центра «Томиск». Хочу выразить благодарность всем волонтерам, всем участникам, которые поддерживают нас. Конечно, эта награда говорит о том, что мы на правильном пути, и нужно обязательно сказать слова благодарности абсолютно всем. Это руководство Республики Северная Осетия Алания в лице Сергея Ивановича Миняйла, все правительство, которые всегда поддерживают наши социальные проекты. Я хочу выразить благодарность ребятам, которые сейчас вот здесь стоят. Это Республика Северная Осетия Алания. Продвигать физическую культуру в массы и создавать условия для ее развития. В рамках федерального проекта модернизируют и строят новые объекты спортивной инфраструктуры, покупают современное оборудование и инвентарь. Активно реализуют программу и в нашей республике. Сегодня в Сунже открыли новую умную площадку. Сельчанам она давно была нужна. Все подробности в репортаже Сабины Гатаговой.
Это полноценный спортивный комплекс, футбольное поле с трибунами на 100 мест, 3 беговые дорожки по 200 метров с профессиональным безопасным покрытием, 2 площадки для баскетбола и волейбола, яркие и качественные прожекторы. Умную площадку оснастили вот такими QR-кодами. Достаточно просто навести камеру телефона и просмотреть обучающее видео, как правильно выполнять упражнения на данном тренажере. А еще недавно здесь был пустырь, теперь сюда сбегается вся Сужинская детвора. В Большом Селе была всего одна спортплощадка, и та находилась в плачевном состоянии. Сегодня на открытии дети и взрослые. И сразу после торжественной части ребята оценили новые возможности. Я очень люблю заниматься спортом. Здесь нравится. Было вон там, но от моего дома туда далеко, вот ждал очень, чтобы это открыли. Я думаю, сегодня выиграем на ней первую победу нашу. Это открытие, заниматься здесь с друзьями и выигрывать здесь матчи. Федеральный проект «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» – эффективный инструмент, говорят специалисты. Он призван поддержать создание объектов массового спорта. Эта спортивная площадка, она рассчитана на все слои населения, на все возрастные группы. Поэтому здесь будет интересно заниматься и нашим школьникам, и нашим студентам, и жителям села, и среднего, и старшего поколения. Тем более она оснащена еще освещением, то, что можно будет заниматься и в вечернее время. Спортивная инфраструктура в шаговой доступности. Вот главная задача проекта. Ожидается, что к 2030 году к постоянным занятиям физической культурой и спортом удастся привлечь до 73% трудоспособного населения. Сабина Гатагова, Артур Дудаев. Новости Осетии. Спешите делать добро. С таким девизом в Осетинском театре прошел благотворительный концерт. Выступили люди с ограниченными возможностями здоровья, дети из Донецкой области, а также именитые артисты Алла Хадикова и Олег Тайсаев. Зрителям представили песни, танцы и патриотические стихи. Инициатор — Североосетинская региональная общественная благотворительная организация, реабилитационный центр детей-инвалидов и инвалидов с детства Алания. Вырученные средства пойдут на нужды особенных детей. Сегодняшний концерт благотворительный для меня не первый. Я уже много лет участвую в таких вот концертах на День инвалида, 3 декабря. И каждый раз я получаю от этого очень большое удовольствие. Концерты бывают очень интересные. Проводя такие концерты, мы проводим акцию «Копилка добра» во всех школах, во всех вузах. Какая цель? Воспитать в подрастающем поколении дух добра и милосердия. Слово «переводчик» говорит само за себя. Люди этой профессии как посредники между разными странами и культурами. Переводчик должен хорошо знать не только язык, с которого переводит, но в совершенстве владеть родным. Герой нашего следующего сюжета Аркадий Золоев считает, что для хорошей работы важен и жизненный опыт, и вдохновение. Тему продолжит Анна Голобаева. Английский и немецкий стали ориентиром его творческого пути. Больше 20 лет Аркадий Золоев переводит с этих языков богатую зарубежную литературу. За все время кропотливого труда собралось несколько тысяч работ. Их постоянно печатают в журналах и знакомят местных жителей с культурой и уникальной историей разных стран. Мне была очень интересна английская поэзия, Байрон, Ит и так далее. Поэтому я решил учить английский. Там и масштабность, и чувственность. Вот. С английской поэзией, мне кажется, может сравниться только испанская. Немецкий проходил в школе, а вот с английским познакомился сам. Усидчивость и трудолюбие помогли добиться значительных результатов. Он переводит не только на русский, но и на осетинский. Стихотворения, песни и рассказы. Любимые поэты Гёте и Шиллер. Гёте, он на самом деле самый неуловимый, потому что когда я пытаюсь переводить его поэзию, то такое ощущение, на мелководье ловить рыбу там руками. Вроде бы ты поймал, а тут мгновенно скользает. Как говорит Аркадий Золоев, знать язык недостаточно. Не менее важен жизненный опыт. Именно он помогает прочувствовать смысл, который в произведение вкладывал сам автор. На вопрос о том, что вдохновляет, отвечает уверенно – искусство. Хорошая поэзия, она удовольствие, которое я получаю, ни с чем не сравнимо. Разве что общение с матерью или с красивой женщиной. Я, в общем-то, перевожу только то, что меня задевает, то, что меня трогает, а то, что не... Когда я вижу стихи, в которых, в общем, уровень, знаете, такой 3 + 2 равно 5, какой я гениальный там.
Аркадий Золоев также переводит и детскую литературу. Несколько лет назад вышла книжка Иры Шабитон. Сейчас он трудится над немецко-осетинской антологией. Анна Голобаева, Владимир Кукоев. Новости Осетии. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.